Недостаточная информированность приводит к тому, что люди не сортируют тот мусор, который у них могли бы принять на переработку. Так прокомментировал эксперт Общественной палаты Коми Андрей Тентюков сегодняшнюю ситуацию со вторичным сырьем в республике. Кроме того, что люди должны осознанно покупать упаковку, сами сборщики вторичного сырья должны по возможности лучше информировать граждан. Очень здорово, что есть предприниматели, которые эту упаковку принимают. Например, у нас по городу Сыктывкару сейчас есть хорошая возможность сдавать почти все виды пластика, кроме тройки и семерки. И даже вот тетрапаки, все вот эти контейнеры. Если я, например, не знаю, что можно сдавать все виды пластика теперь, вот в эти желтые контейнеры, то я, собственно, хожу возле этих контейнеров, там нет этой информации пока. И я не знаю. Можно на месте убедиться, чем грозит такое незнание. На примере обычного мусорного бака рядом с жилым домом в Сыктывкаре эксперт наглядно разобрал, какие фракции из тех, что уже сейчас можно сдать на переработку, люди по незнанию выбрасывают вместе с остальным мусором. Масштаб впечатляет. Здесь у нас контейнер из лопаточной части, свиной, вот эта семерка. Ее не примут, хотя она вроде внешне похожа на другой пластик. Вот это, например, это у нас полистирол, шестерка. Ее принимают уже. Так что эту часть можно было уже отправить на переработку. Возьмем какой-нибудь, допустим, мешок. Тут видно, что тут бутылки. Можно тоже сдавать. То есть вместо того, чтобы их скидывать в такой мусор, в смешанный, можно его отправлять на переработку. Вероятно, заключает активист, стоит создать в Коми сайт или информационный портал, посвященный переработке отходов по примеру социального навигатора, чтобы там была актуальная информация о том, где и как можно сдать отходы на переработку, а также какие фракции сейчас принимают в контейнерах рядом с вашим домом.